Маш догыл, куканал дядис дуринок хитсалц хинохчи будуч, кутярч шиншарамела хари цакел умадац, татахана масит агую, атидам бабьешва кит диеш. Первое хотелось бы прояснить по поводу названия Ичкерия. Что мы под этим подразумеваем? Тхатир чарзанул кисы и художку, и тягунтилен, и мечерял, и те. У всех есть какой-то повод так говорить, у каждого остался какой-то горький осадок от нашей неудавшейся Ичкерии. Особенно после смерти Джохара Дудаева, который стремился создать светское демократическое государство и добился бы своего без сомнения, если бы ему это позволили, если бы он остался жив. Недаром этот человек уважаем в цивилизованных странах, и в честь него называются улицы, проспекты. Из-за чего появилось это слово Ичкерия? Из-за того, что когда наша республика стала независимой, она не могла называться как прежде. И поэтому поспешно было добавлено это самое слово. О происхождении этого слова есть какие-то разногласия. У первого чеченского историка Умалата Лаудаева говорится, что оно пришло с кумыкского. Кто-то с этим не согласен, но один факт остается фактом. Это слово присутствует в нашем языке с древнейших времен. Как пишет Лаудаев, ичкерийцы называются Нахчмахквай. Название это наследственно перешло к ним от плоскостных чеченцев, вышедших из Ичкерии и уже получивших название Нахчуай. И означает это земля чеченцев. Дословно, согласно Лаудаеву, Ичкерия значит земля внутри, то есть среди гор. И действительно она находится посреди гор. С этим понятно, но почему мы продолжаем говорить Ичкерия сегодня? Этому есть серьезная причина. Дело в том, что все свои ужасные военные преступления Россия совершила в нашей республике на момент, когда она называлась официально Ичкерией. И поскольку за все эти преступления Россия должна быть привлечена к международному суду, то, естественно, до этого момента мы вынуждены назвать нашу родину Ичкерией. А после международного суда народ может переименовать свое государство в более привычное, близкое ему название, или же оставить это, если народ так решит. Второе, хотелось бы прояснить по поводу того, что этот канал якобы к чему-то призывает. Единственное, к чему призывает этот канал, и люди, которые являются нашими сторонниками, это не дать себя обмануть и не допустить очередного кровопролития. Дело в том, что наш народ – это мусульманский народ. И он был мусульманским даже в самый тяжелый для религии советский период. Но кому-то этого мало. Они не хотят, чтобы мы жили, как другие нормальные мусульманские народы, например, Азербайджан и некоторые другие страны. Они хотят сделать халифат и шариатскую республику. И это крайне опасная идея для нашего и без того многострадального народа. Почему это грозит кровопролитием? Кавказ территориально является Европой. Никто в Европе не создает религиозного государства. Ни христианского, ни иудейского, ни исламского. Это противоречит международному праву. В цивилизованных странах религия отделена от государства. Иначе никто не захочет с нами иметь дело, что грозит разрухой и нищетой. Последствия для народа при отсутствии протектората. Отсутствие государственной власти, орудуют банды под названием джамааты, финансируемые спецслужбами. Начинаются похищения людей, нефти, образуется государство в государстве. Пример этого был в Урус-Мартане 1996-1999 годов. И они начинают войны между собой из-за религиозных противоречий, как это было при столкновении в Гудермесе. Отсутствует бюджет, заработные платы, признание государства, паспорта. Из-за массового бандитизма республику блокируют, и в ней начнется повторение событий, происходивших в Ираке при строительстве на этой территории исламского государства. Российские спецслужбы, что финансируют джамааты, проводят показательные казни и распространяют их по всему миру, создавая опять образ чеченца-исламиста-террориста, строителя ИГИЛ, являющегося угрозой всему миру, и необходимость создания коалиции для его уничтожения. Как это было в Ираке, когда его бомбило 27 стран, большинство из которых были мусульманские, что закончится для чеченского народа трагически, после чего Россия объяснит миру, что для него будет безопаснее, если Чечня будет находиться в составе прекрасной России будущего либеральной империи. Это очень выгодно русским и тем, кто работает на них. Если наш народ пустит все на самотек и позволит от нашего имени создавать халифат и шариаты,
то русским не придется выплачивать огромные деньги нашей республике за свои многочисленные преступления. Ну а те чеченцы, которые от имени народа подменили нашу конституцию на исламскую и хотят якобы сделать независимое государство, то как они собираются жить, если 80% электроэнергии к нам поступает из России? Так как нашу инфраструктуру Россия специально уничтожила для этого, как тогда без протектората будет жить наша республика? При свечах, наверное? Об этом наши чеченские представители, к сожалению, не говорят. Третий момент. Кому-то кажется нереальным, что протекторат возможен. Как у нас говорят, «Вайгундуешцярн», «Вайнгумацдинацар» и «Америке бо и мостогум лилошаг». Российская пропаганда работает одним словом. Так вот, протекторат вполне реален. Не потому, что какая-то потенциальная страна-покровитель нас очень любит и жаждет нам помочь, нет. А потому что это выгодно этой стране тоже. Не будем углубляться в замудренные детали, достаточно понять, что это взаимовыгодно, и отбросить детские рассуждения типа «зачем мы им нужны?». А положительные примеры протектората и другого сотрудничества с ведущими странами мира мы видим повсеместно. Посмотрите, как живет Северная Корея, которая дружит с Россией, и Южная Корея, которая дружит с Америкой. Посмотрите, как жила та же Саудовская Аравия, пока Америка не стала с ними дружить на взаимовыгодных условиях. Азербайджан с помощью Америки и Великобритании защитил суверенитет своей страны от нападок России. А вот исламская конституция 2002 года, принятая без волеизъявления чеченского народа, в которой и не предусматривается выборность своих органов власти чеченским народом, по этой конституции народ перестает быть источником власти, а властью становится шура, состоящая из алимов и амиров, решающих за народ, у которого не осталось ни права их избирать, ни влиять на их решения, который оказался в виде холопа, с чем народ всегда боролся, и у него не было беков, ханов и князей, чем всегда он и гордился, который признавал только избранную власть, а теперь его решили обуздать, прикрываясь исламом. Государства, называющие себя исламскими, все являются диктатурами, которую хотят некоторые чеченцы установить и в Ичкерии после деоккупации, что соответствует интересам России. Тогда не будет международного суда, не придется выдавать ей своих военных преступников, возмещать нанесенный ущерб чеченскому народу депортацией этими последними 2 войнами. Чеченский народ станет изгоем в мире, как Талибан. Не будет работать банковская система, не будет экономики, медицины, образования. Начнется похищение нефти и людей, как это было в 96-99 годах. Начнется противостояние с Западом, который создаст коалицию по борьбе с международным терроризмом, в которую будет входить и Россия, которая забомбит Чечню, после чего Запад примет решение, что для мира будет безопаснее, если Чечня будет в составе России. Наша же задача и причина, почему этот канал создан, для того, чтобы собрать нашу интеллигенцию хотя бы в виртуальном пространстве. А дальше нам остается только поддерживать связь и к моменту распада России быть готовыми обратиться к международному сообществу за помощью и поддержкой. Даже если у нас это не получится, мы будем знать, что мы попытались, что мы с вами попытались. Важно понимать, кто такой интеллигентный человек. Интеллигенция – это не просто бесполезный обществу человек с образованием. Это прежде всего думающий человек, который действует и меняет положение дел в лучшую сторону. Образование можно наверстать, хотя бы пройдя хороший курс по политологии или в сфере искусства, смотря что кому ближе. А вот природный критический ум и желание приносить практическую пользу своему